Добрый день, коллеги. Приветствую вас на вебинаре, который является таким пилотом в серии вебинаров, посвященных конкретно разбору блоков функциональной грамотности. Я напоминаю, что мониторинг функциональной грамотности ожидает нас с вами уже в апреле 2020 года. Наша республика вошла в те регионы, которые подвергаются мониторингу. Зовут меня Исаева Наталья Николаевна. И если у вас возникнут какие-либо вопросы по функциональной грамотности, то на слайде вы видите контактную информацию. Звоните, обращайтесь, подходите. Будем рады помочь вам. А сейчас непосредственно переходим к содержанию, что же такое математическая грамотность. Позволю себе лишь напомнить, что функциональная грамотность в целом – это умение обучающегося, либо выпускника. Мы сейчас говорим с вами про обучающегося, потому что будут проверять именно наших с вами детей. Итак, это способность обучающегося использовать весь тот объем знаний, умений и навыков, которые он приобрел в ходе обучения в решении каких-либо жизненных задач. Здесь представлены различные точки зрения, вы можете самостоятельно с ними ознакомиться. Я напоминаю, что, в общем-то говоря, инновационный проект Министерства просвещения Российской Федерации задумывался как именно мониторинг, направленный на поддержку и обеспечение формирования функциональной грамотности. Я напоминаю, что это не контроль и не проверка с целью выявления, то есть не контроль с целью наказания, это контроль с целью выявления каких-то проблемных зон, которые нужно решать. И если вы обратите внимание на пункт 3, то с целью повышения качества российского образования, и здесь опять-таки же послание президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, где мы помним, что Владимир Владимирович поставил задачу перед системой образования войти в десятку стран-лидеров. И вы видите, что, в общем-то говоря, в основу, об этом я чуть позже скажу, легла международная вообще оценка. В основу оценки математической грамотности легла международная система исследований PISA, целью которого является оценка подготовки учащихся по 6 основным направлениям, одним из которых является математика. Принятое определение математической грамотности повлекло за собой разработку особого инструментария исследования. Обучающимся предлагаются нетипичные учебные задачи, характерные для традиционной системы обучения и мониторинговых исследований математической подготовки, а близкие к реальным проблемам ситуации, представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. В этой связи посмотрите, кроме математической грамотности, я же сказала, 6 блоков. Это у нас и читательская, и, естественно, научная, финансовая грамотности, глобальные компетенции, креативное мышление. По всем этим 6 блокам заданий мы с вами точно так же пройдемся в последующих семинарах и вебинарах. Непосредственно обращаю ваше внимание, что, смотрите, Республика Коми действительно вошла в те регионы, которые подвергнутся этому мониторингу в 2020 году. Основа организации исследований математической грамотности включает 3 структурных компонента. Во-первых, это контекст, в котором представлена проблема. Во-вторых, это содержание математического образования, которое используется в заданиях. В данном случае мы говорим о том, что содержание используется по 4 основным категориям. Это пространство и форма, изменения и зависимости, количество, неопределенность и данные, которые охватывают основные типы проблем, возникающих при взаимодействии с повседневными явлениями. Назначение каждой из этих категорий отражает обобщенную идею, которая в общем виде характеризует специфику содержания заданий, относящихся к этой области. В совокупности эти обобщающие идеи охватывают круг математических тем,
которые, с одной стороны, изучаются в школьном курсе математики, а с другой стороны, необходимы учащимся в качестве основы для жизни и для дальнейшего расширения их математического кругозора. Так, например, изменение зависимости – это задания, связанные с математическим описанием зависимости между переменными в различных процессах, то есть с алгебраическим материалом. Пространство и форма – это задания, относящиеся к пространственным и плоским геометрическим формам и отношениям, то есть геометрический материал. Количество – это задание, связанное с числами и отношениями между ними. В программах по математике этот материал чаще всего относится к курсу арифметики. Ну и неопределенности данных – это задания охватывают вероятностные и статистические явления, в зависимости которые являются предметом изучения разделов статистики и вероятности. По сравнению с более традиционными тематическим подходом к представлению содержания, выстраивание его вокруг 4 обобщающих идей позволяет более широко охарактеризовать результаты, показанные учащимися, с позиции овладения идеями, тесно связанными с сущностью реальных явлений окружающего мира. Уровень овладения этими идеями позволяет предметно оценивать возможности учащихся в использовании полученных знаний в повседневной жизни. Фактически для описания третий структурный компонент – это мыслительная деятельность, которая необходима для того, чтобы связать контекст, в котором представлена проблема, с математическим содержанием, необходимым для ее решения. И для описания мыслительной деятельности при разрешении предложенных проблем используются следующие глаголы: формулировать, применять, интерпретировать, которые оказывают на мыслительные задачи, которые, в свою очередь, будут решаться обучающимися. Во-первых, это может быть формулировать ситуацию на языке математики. Это может быть такая постановка, как применять математические понятия, факты, процедуры. Ну или интерпретировать, использовать, оценивать математические результаты в чем-либо. То есть использовать, как здесь представлен пример, данные диаграммы и так далее. Да? Очевидно, что каждый из этих мыслительных процессов опирается на некие математические рассуждения, поэтому разработчики концепции исследования ПИЗа использовали те же мыслительные процессы, что и на предшествующих этапах исследования, но дополнив их рассуждениями. Это означает, что обучающемуся потребуется продемонстрировать, как они умеют размышлять над аргументами, обоснованиями и выводами, над различными способами представления ситуации на языке математики, над рациональностью применяемого математического аппарата и над возможностями оценки и интерпретации полученных результатов с учетом особенностей предлагаемых ситуаций. Помимо уже названных нововведений исследования, отметим новые темы, включенные в содержание проверки. Во-первых, это явление роста, изменения линейного и нелинейного характера. Например, потребуется проследить закономерности, проявляющиеся при возведении в степень некоторого числа. Геометрические преобразования, разбиение и составление фигур. Например, потребуется построить орнамент из заданных фигур по заданному правилу. В-третьих, это компьютерное конструирование и моделирование. То есть, например, потребуется изображать по указанным правилам маршруты на карте. Принятие решений с учетом предлагаемых условий или дополнительной информации. Например, потребуется при покупке некоторого товара учитывать представленное в таблице сообщение, в котором содержится статистика мнений покупателя об этом товаре. Данные концептуальные положения, лежащие в основе исследований математической подготовки учащихся в рамках международного исследования ПИЗа, целесообразно реализовывать и при разработке основных положений мягкого мониторинга. И фактически они и были использованы при мягкого мониторинга не только на уровне всероссийском, но и внутришкольного контроля. Давайте же перейдем непосредственно к рассмотрению основных элементов содержания, выделяемых для формирования оценки математической грамотности в 5 и 7 классах.
Сейчас мы с вами перейдем непосредственно на сайт разработчика. Пока мы переходим, пробуем по-другому это сделать. Сейчас я вам покажу путь, по которому фактически каждый из нас, коллеги, может просмотреть основные направления исследования. Итак, задаем в поисковике Инстрао, Институт стратегии развития образования, Российская академия образования. Фактически вот здесь вот мы видим с вами вкладочку «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся». И выходим в демонстрационные варианты. Мы сейчас выйдем с вами на математическую грамотность. Вы видите, что здесь представлено по всем 6 направлениям. Вы видите, что здесь есть диагностические работы для учащихся 5-х с характеристиками заданий системы оценивания, также для 7-х классов. И есть основные подходы к оценке математической грамотности. Нам сейчас с вами автоматически скачалось, коллеги, напоминаю, что в 2020 году заявлено, что будут представлены, мониторинг будет проходить для обучающихся на уровне основного общего образования, то есть 5, 6, 7, 8 и 9 классы. На сегодняшний день, несмотря на заверение, что в конце декабря будут представлены все демонстрационные варианты по всем классам, на сегодняшний момент у нас с вами представлены только все те же две диагностические работы, демонстрационные варианты, только 5 и 7 классы. Мы сейчас с вами открываем 5 класс, демонстрационный вариант. Посмотрите внимательно, я специально его сделала таким вот большим. Доработка в том, что вы видите, если ранее нам заявлялось, что на выполнение работы отводится 20 минут, то сейчас уже написано, что 40 минут. Вы видите, что есть инструкции для учащихся, с которой они должны ознакомиться. Я напоминаю, что это исследование проводится в интерактивной форме, то есть ребенок сидит за компьютером. Вы видите, что 4 задания. Каждое задание описывает одну какую-то ситуацию, задает ситуацию, и в рамках этой ситуации по 4 ситуациям у каждого обучающегося по 2 вопроса. Таким образом, всего в работе 8 вопросов. Ну, давайте посмотрим. То есть, посмотрите, в работе есть вопросы, в которых, опять-таки же, либо ответ, либо числовое выражение, но есть вопросы, в котором нужно не только дать ответ, но и записать решение или объяснение. Коллеги, и на это нужно обращать внимание наших с вами обучающихся, потому что в рекомендациях по проверке данной работы, данного исследования написано, что если ребенок напишет правильный ответ, но там не будет записано решение или объяснение, каким образом ребенок пришел к тому или иному ответу, этот ответ не будет засчитываться. То есть надо будет обратить внимание наших ребяток на вот эти вот запишите, докажите, объясните и понять, очередной раз обратить их внимание, что именно записать. С целью выделения основных элементов математической подготовки, актуальных для формирования и оценки функциональной грамотности в рамках мягкого мониторинга в 5 и 7 классах, а также уточнения предметных недочетов и математической подготовки российских обучающихся, наши коллеги проанализировали исследования ПИЗа 2015-2018 года, результаты выполнения которых оказались ниже средних международных и не превышали 40%. Сопоставление с документами, определяющими содержание математического образования в российской школе, показало, что невысокие результаты российских учащихся связаны с недостаточным владением некоторым обязательным предметным материалом. Курсы математики 5-6 классов, которые не актуализируются в 7-9 классах. Например, действия с обыкновенными десятичными дробями, проценты, пропорции, отношения. То есть прошли в 5-6 классе и, мягко говоря, забыли про них. Той части курса математики 9 класса, которая связана с числовыми последовательностями. Кроме того, появились недостатки во владении следующими метапредметными умениями. Принимать задачу, представленную в форме, отличной от формы, типичной для российских учебников.
То есть посмотрите, в наших с вами учебниках 5 классов нет таких задач, где представлены были картинки или еще что-то. Да, мы привыкли к таким заданиям на уровне начальной школы, но 5 класс у нас с вами это, собственно говоря, уже не так активно использует. Посмотрите задание номер 1. Причем смотрите внимательно. Выполните задание 1.4. То есть задания у нас еще разбиты по блокам. И в данном случае, помимо математической грамотности, проверяется еще и читательская грамотность наших обучающихся. То есть насколько внимательно мы прочитали инструкцию и как мы ее будем выполнять. Посмотрите, задание следующее. Кассовый аппарат. Кассовый автомат используют для выполнения счета на карте проезд на транспорте. Информация на экране автомата. Вот так вот. И та самая ситуация, которая приближена к ребенку. Появляется конкретный ребенок Гриша. У Гриши есть 70 рублей мелочью, монеты по 10 и 5 рублей, 8 монет. А также 400 рублей с 6 купюрами. Всего у Гриши денег столько-то. Он пересчитал все монеты и купюры и заполнил таблицу. Количество монет и купюр. Вопрос один из двух. Посмотрите, да? Составьте числовое выражение, которое показывает, что Гриша учел в таблице всю сумму денег. Числовое выражение ребенок здесь записывает. Вопрос второй. Докажите, что Гриша может за 2 дня положить на счет все купюры на сумму 400 рублей. Объясните свой ответ, при том, что, посмотрите, да? Клиент может ежедневно носить не более 300 рублей купюрами, мелочью не более 30 рублей. Ребенок должен это учитывать и, соответственно, выполнять эти задания. И как раз-таки вот слово «докажите». Здесь мы не только числовое выражение записываем, каким образом он это делает, но еще и приводим какие-то рассуждения, разъяснения и объяснения. И обучающимся, повторю, надо обращать на это внимание, потому что дети у нас под словом «докажите» могут понять, что только числовое выражение. При анализе данных исследования также было выявлено, что наши обучающиеся не показывают овладение такими предметными умениями, как работать с информацией, представленной в различных формах. Это текстовая, табличная, графическая, а также переходить от одной формы к другой. То есть как раз-таки вот здесь мы видим, у нас есть и текст, и некая табличка, и некоторые рисунки, графическое изображение. Соответственно, нужно каким-то образом уметь обрабатывать эту информацию. Далее, не умеют или в недостаточной степени овладели этим умением привлекать информацию, которая не содержится непосредственно в условии задачи. Особенно в тех случаях, когда для этого требуется использовать бытовые сведения и личный жизненный опыт. То есть, да, математические знания – это одно, а личный бытовой или жизненный опыт, фактически он у нас каким-то образом отделен от тех знаний, которые необходимы. Далее, отбирать информацию, необходимую для решения, в частности, если условия задачи содержат избыточную информацию, и удерживать в процессе решения все условия, необходимые для решения проблемы. То есть в данном случае, во втором вопросе, у нас с вами ребенку необходимо будет помнить про вот это вот ограничение. Но результаты исследований показали, что менее 40% справились с таким заданием. Не умеют дети у нас хранить эту информацию. Далее, владеть навыками самоконтроля за выполнением условий и ограничений при прохождении задания или нахождении решения и интерпретации полученного результата в рамках ситуации. Определять самостоятельно точность данных, требуемых для решения задачи. Использовать здравый смысл, метод перебора возможных вариантов, метод проб и ошибок. То есть как раз таки вот здесь вот мы с вами должны будем привлечь этот самый метод перебора. А дети, как правило, первый раз написали, не получилось, забыли. Представлять в свободной словесной форме обоснованный ответ, который определяется особенностями ситуации. Опять-таки же вопрос 2.2. Фактически мы с вами говорим о том, что... Давайте продолжим немножечко по заданиям, пробежимся. То есть задания, посвященные кассовому аппарату. Это первый блок заданий. Мы говорили с вами про 4 укрупненных группы заданий. Вторая группа заданий – это кожаная мозаика. Вы видите,
что в кружке кожаная мозаика ребята делают панно из кусочков кожи. Опять-таки же появляются конкретные дети, то есть привязка к конкретной ситуации. Лена и Миша решили сложить квадрат со сторонами 6 см с помощью одинаковых фигур. Лена из прямоугольников, Маша из треугольников. Это, помните, как раз-таки задание на графические навыки. Вот этот самый, собственно говоря, квадратик. Вопрос 1. Посмотрите, запишите в таблице 1, сколько фигур потребуется каждой девочке. Лена, Маша. И количество фигур. Какую форму они хотят. И так далее. Далее, то есть мы переводим, опять-таки же, разные типы текста, разные типы информации мы должны адаптировать. Посмотрите, на занятии кружка ученики разложили все оставшиеся кусочки кожи по форме, пересчитали их. То есть, смотрите, ребенок должен помнить, что вот здесь он уже какую-то часть забрал. Придумали название каждой форме, вот что у них получилось. И ребята хотят, опять-таки же, некая задача. Квадрат со стороной 6 см из одинаковых кусочков. Запишите название всех форм, из которых смогут сложить такой квадрат. Вот у нас эти формы представлены, и мы должны их представить все. Опять-таки же тут дан нам ответ. Третья группа заданий – это выкладывание плитки. Опять-таки же практикоориентированное задание. Посмотрите. Есть некая ситуация, где ребенок вместе с дедушкой решил выложить плиткой небольшой участок земли перед крыльцом дома на данном участке. То есть максимально приближенная к реальным жизненным ситуациям. Размер участка земли есть. Плитку квадратной формы со стороной 20 сантиметров. Вот она, даже масштаб представлен фактически. Сколько таких плиток им надо купить? В данном случае здесь они только должны выбрать ответ, отметьте верный ответ, выбрать А, Б, В, Г. Далее, и в магазине выяснилось, что нет плиток нужного размера, но имеется два вида плиток, которые можно приложить друг к другу и сложить из них плитку размером 20 на 20. Рассчитайте, сколько плиток каждой формы нужно купить, для этого заполните следующую таблицу. То есть смотрите, вот эти формы плиток. И в данном случае, опять-таки же, будет проверяться, насколько ребенок грамотно читает. И посмотрите, вот тут он должен плиток размером 20 на 20, а здесь сколько уже необходимо таких плиток для, собственно, выполнения первоначальных задумки, выполнения работ по благоустройству участка, облагораживанию участка. И далее плитки 10 на 10. И четвертое задание, четвертая группа заданий, опять-таки же практикоориентирована, приближена максимально к реальной ситуации. Багаж в аэропорту. То есть, собственно, подразумевается, что каждый из нас с вами так или иначе путешествует, куда-либо выезжает, вылетает, собирается полететь в отпуск на самолете авиакомпании. Опять-таки же можно взять ручную кладь весом не более 7 кг, приближенно к реальной ситуации. Также в стоимость билета входит одно место багажа весом до 20 кг и так далее. Посмотрите, несколько мест багажа, то на каждое из них можно оформить дополнительное место багажа и так далее, и так далее, и так далее. Иван взвесил каждый предмет своего багажа. Вот это реальная ситуация. Какие два предмета можно взять с собой в салон самолета Ивана Ивановича? Запишите в следующей таблице название этих предметов. То есть мы видим предметы, есть определенные условия, сколько чего он может взять. И какие габариты там заданы. Да? Ручная кладь. Решение 1, решение 2. И опять-таки здесь необходимо обратить внимание наших детей, что записывать нужно будет линейно. Да? То есть вот не столбики, детки же иногда и такие моменты, тем более это 5 класс. Обратите внимание на грамотную запись ответа. Ну и второе, Иван Иванович взял с собой рюкзак и ноутбук. То есть это один из возможных вариантов. В данном случае ребенок его тоже пропишет. Да? Как Ивану Ивановичу поступить с оставшимися предметами, запишите ответ, объясните его. И в данном случае задание появляется последовательно, поэтому ребенок не увидит вот этот вот вопрос 2.2, пока он не выполнит задание 2.1. 1.2, простите, да? Не ответит на первый вопрос.
И далее вот ответ, и самое важное, опять-таки же, объяснение. Потому что на объяснении ребенок может потерять колоссальное количество баллов. Вот таким образом выглядит задание для обучающегося 5 класса. Я напоминаю, это 4 задания, которые последовательно выходят нашим с вами деткам. На что надо обратить внимание, еще раз подчеркиваю, когда слово «докажите», обращайте внимание детей на это, чтобы они держали в «докажите», соответственно, нужно какое-то текстовое сообщение, обоснование, почему мы выбрали именно такой ответ, а не другой. Кроме того, ребенок должен помнить, держать у себя в голове несколько условий одновременно, как в задании 1 или в задании 4. Вообще фактически почти все задания предполагают такой вариант. И должен обязательно учитывать личный опыт при решении данных заданий. Тем не менее, выполнение вот этих работ в 2019 году в пилотных школах с пилотными обучающими, пилотами, которые проходили обучающиеся в первой половине 2019 года, выявило следующее. Умения, на формирование или развитие которых следует обратить внимание при обучении в 5 классах. Во-первых, это выполнять действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями. Это упорядочение долей, сложение, вычитание несложных дробей. Выполнять действия с числовыми выражениями, составлять числовые выражения. Выполнять деление с остатками, иметь представление о кратных и делителях. Выполнять приближенные вычисления, прикидки и оценку результата вычислений. Округлять до указанной разрядной единицы, а также с учетом условий описанной ситуации по недостатку или по избытку. Распознавать и делать выводы о зависимости между двумя величинами прямая и обратная. Решать задачи на увеличение, уменьшение. Переводить единицы измерения длины и времени из более крупных в более мелкие и обратно. Решать задачи методом перебора вариантов. Читать, заполнять, интерпретировать данные таблицы, столбчатой и круговой диаграмм. Иметь представление о шкалах и ориентироваться на числовой прямой. Устанавливать соответствие между реальным размером объекта и представленным на изображении. Та самая вот наше с вами масштабирование. Устанавливать соответствие между реальным размером объекта, я уже говорила, да, и представленным на изображении. Распознавать геометрические формы и описывать объекты окружающего мира с помощью языка геометрии. Представлять объект по описанию, рисунку, заданным характеристикам. Мысленно трансформировать трехмерную фигуру, то есть реальный объект, в двухмерный и обратно. Распознавать развертки куба, параллелепипеда. Складывать фигуры из квадратов, прямоугольников, треугольников, отрезков, разбивать на указанные формы. И использовать для решения задач простейшие свойства квадрата и прямоугольника. Иметь представление о площади и периметре, применять формулы нахождения периметра и площади квадрата и прямоугольника. Также проверять истинность утверждения, обосновывать вывод, утверждения, полученный результат. Это те проблемы, с которыми сталкиваются наши с вами пятиклассники. Теперь предлагаю пролистать диагностическую работу для обучающихся 7 классов. Она также состоит из 4 заданий, в которых описана одна ситуация и задается по 2 вопроса. Вы видите задание последовательно. Если не удается сразу найти ответ на поставленный вопрос, пропустите его и переходите к следующему. Вы сможете вернуться в пропущенное задание. Аналогично, вот первое задание, тормозной путь. Вы видите, что здесь уже задание сформулировано более сложным языком, уже более научным. Некая ситуация, тормозной путь. То есть дается определение, что такое тормозной путь. И опять-таки же реальная ситуация. Но здесь, посмотрите, уже представлены диаграммы, опять-таки же разные виды текста, которые ребенок должен между собой
объединять, интерпретировать и так далее. И уметь на основе анализа нескольких видов текста делать правильные выводы. Посмотрите, вопрос первый как раз создает проблемную ситуацию. Сотрудник ДПС проводит занятия с водителями, нарушавшими на дороге скоростной режим. Он просит их, используя данные, представленные на диаграмме, выбрать из таблицы верные утверждения. Зависимость длины тормозного пути от скорости автомобиля и состояния дороги. Сухой асфальт, мокрый асфальт, мы с вами это видим. Определена скорость, тормозной путь. И, соответственно, ребенок, анализируя эти данные, должен поставить утверждение. Верно, неверно. Далее. Приведена формула, где расписано, что является чем. То есть и коэффициенты, и скорость, и так далее. И ребенок удобно тем, что скорость недостаточно в километрах в час, а длины выражается в метрах. Видите? То есть ребенок должен перевести соответственно, рассчитать, используя диаграмму, данные диаграммы, и вот эти вот особенности движения автомобиля, учитывая, подставив формулу представленную, должен написать ответ. Вторая ситуация – это поездка на метро. Опять-таки же те же самые билеты, количество поездок, стоимость билета. Билеты на 1 и 2 поездки действуют 5 дней. То есть, опять-таки же, избыточные условия. И некая ситуация. Лиза ездит на занятия, 40 поездок и так далее. Только 36 поездок. Ребенок должен проанализировать эту ситуацию, учитывая данные, представленные в пояснении к заданиям, ответить на поставленный вопрос и дать обоснование, то есть развернуто пояснить, почему он сделал так или иначе. И те же самые условия, но уже не Лиза сама, а ее мама и так далее. Опять-таки же ответ и обоснование. Третий блок заданий. Посмотрите, используются подъемники, горнолыжники, сноубордисты. Опять-таки же представлены некий фоторяд, некие табличные данные и диаграмма. И ребенок, используя данные этих диаграмм, всех представленных, должен ответить на несколько вопросов. Здесь просто прописать ответы. Ну а здесь уже, посмотрите, проанализировать еще и изображение. И опять-таки же сделать вывод, верное или неверное суждение, в данном случае отметив только верные. И четвертое – это покупка телевизора. Опять-таки же реальная ситуация. Но навряд ли семиклассник пойдет один выбирать телевизор. Скорее всего, он это сделает с родителями. Заданы какие-то параметры. Ну и вот та самая ситуация. Семья Петровых решила купить. Диаметр ниши равен 1,6 метра. Посмотрите, да, то есть вот диагональ экрана. Ребенок должен рассчитать, какую диагональ, с какой диагональю, сколько дюймов он может купить этот ответ. И запишите в данном случае ответ. Ну и вторая ситуация. Повесить его на кухне в нише шкафа. Размер ниши опять-таки же такой-такой. Только сейчас уже ребенок должен выбрать именно диагональ. Высчитать ее и обосновать, почему именно этот телевизор, используя математические термины и математический язык непосредственно. Вот такие задания были в 2019 году. Какие же проблемы выявлены, какие же умения не до конца сформированы? Во-первых, это выполнять все виды деятельности, те проблемы, которые были выявлены для пятиклассников, плюс сравнивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными числами и реальные расчеты. Вычислять проценты, пропорции, отношения, масштаб, использовать основные свойства пропорции, пропорциональное увеличение либо уменьшение. Понимать закономерности, составлять последовательности. Использовать простейшие свойства треугольника окружности. Распознавать комбинации различных плоских форм, отрезков, окружностей, полуокружностей, дуг. Также распознавать трехмерные фигуры. Цилиндр, конус, пирамиды. То есть элементы фигур, разверстки. Комбинации пространственных фигур. Иметь представление о статистических характеристиках, среднем арифметическом медиане, моде, размахе, наибольшем и наименьшем значении набора данных.
Кроме того, интерпретировать данные, представленные в таблицах и на диаграммах, на графиках, то, о чем я говорила, в одном задании может быть переплетены все эти три понятия. И составлять высказывания, проверять истинность утверждений. Фактически мы говорим о том, что вот те проблемы, которые выявлены, они решаемы, если мы с нашими обучающимися проведем необходимую работу. То есть если мы нашим учащимся будем говорить о том, что в ходе этого мониторинга предлагаются не учебные задачи, а контекстуальные, практически проблемные ситуации, разрешаемые средствами математики. Тот же тормозной путь. Коллеги, все мы с вами так или иначе участвуем в дорожно-транспортных отношениях. То есть либо мы пешеходы, либо мы водители, либо дети наши с вами в машинах сидят. И, соответственно, действительно практикоориентированные. Покупка проездных билетов, да, тоже практика. Ну, не метро для Республики Коми, но тем не менее, транспортные карты у нас тоже с вами есть. И ребенок должен уметь вот эти проблемы решать. Что обращать внимание, что для выполнения заданий требуется знание и умения из разных разделов курса математики основной школы, планируемый результатом, соответствующий планируемым результатам в объемах основного общего образования. Фактически, опять-таки же обращать внимание обучающегося, что при формулировании заданий используются следующие структуры заданий. То есть дается четкое описание ситуации, введение в проблему, которое предлагается два связанных с ней вопроса. И на это нужно обращать внимание. Информация, сообщаемая в задании, дается в различных формах. Это, как вы видели, числовые, текстовые, графические, это и графики, диаграммы, схемы, изображения. И она может быть структурирована и представлена в виде таблицы. И наличие визуализации в данном случае обязательно. Оказать помощь учащимся в части мысленной визуализации, погружения в сюжет должны фото, рисунки. Фактически вы видите, что они действительно помогают. Кроме того, вопросы, которые задаются к заданию, они позволяют раскрыть приведенную ситуацию с определенной стороны. Каждый самостоятельный содержательный шаг фиксируется. Все основные элементы выделяются для оценивания. Учитывается, что задания предлагаются учащимся на компьютере, и ответы они вносят, используя его клавиатуру. И при разработке заданий используются возможности компьютера, позволяющие проводить построение заданных математических объектов. То есть переносить на плоскости заданные объекты, пополнять вычисления заданиями и числами. Опять-таки же важно нашим деткам напомнить, что используются задания разного типа по форме ответа. Это и с выбором одного или нескольких верных ответов из предложенного альтернативного выбора, со свободным кратким ответом в форме конкретного числа одного-двух слов, со свободным полным ответом, содержащим запись решения поставленной проблемы, построение заданного геометрического объекта, либо же объяснение полученного ответа. Итак, смотрите, фактически мы говорим то, что суммарно в каждый блок входит задание из 2-3, ну или 4 край областей математического содержания, задание из 2 контекстов, задание из 3-4 мыслительных процессов. Всегда есть задание 3 видов по сложности. Это одно легкое, 2 средних, одно сложное. И задание со следующими критериями оценивания. Легкое задание оценивается 1 баллом, остальные 2 баллами. И общая сумма баллов за верно выполненный блок задания 7. Коллеги, я обращаю ваше внимание на то, что необходимо с обучающимися прорешать хотя бы вот те демонстрационные варианты, которые у нас представлены и предложены. Кроме того, для того, чтобы вы могли их обрабатывать, у нас представлены также в тех же международных исследованиях, вы видели по этой ссылке, если мы выходим, то представлены и определенные, собственно говоря, критериальные показатели, каким образом проверяются те или иные работы. Каким образом мы можем, подводя итоги, обратим внимание, каким образом мы можем с вами построить эффективную педагогическую практику. Во-первых, это создание учебных ситуаций. Во-вторых, это учение в общении или учебное сотрудничество. Мы все с вами про него говорим, и необходимо его уже вводить в ранг
собственно говоря, постоянной работы. Далее это поисковая активность, задания поискового характера, учебные исследования, проекты. И особое внимание нужно уделять на оценочную самостоятельность наших с вами обучающихся. Итак, коллеги, обращаю ваше внимание, в конце хочу обратить еще раз внимание на сайт, где расположена вся информация, необходимая вам, где представлены характеристики заданий, система оценивания. Я не говорю о том, что необходимо натаскивать наших детей на эти задания, но чтобы снять напряжение, необходимо их прорешать, просмотреть, ознакомить детей с тем, что их ждет в апреле 2020 года. По всем возникающим вопросам обращайтесь, будем рады вам помочь. На сайте Института развития образования в ближайшее время появится вкладочка «Формирование функциональной грамотности». Там будут представлены все материалы, на которые делается ссылка в рамках вебинаров и семинаров. То есть вы сможете с ней ознакомиться, тиражировать для себя, для удобства. И мы будем рады сотрудничеству.